В Ленске прошли очередные публичные слушания по вопросу торговли алкоголем. Споры идут между местной властью и предпринимателями. В чем проблема, разбирался Сергей Евсюков. Итогом первых слушаний стало решение о границах расположения магазинов, так называемая 300-метровая дистанция, в зоне которой запрещена торговля алкоголем. 300 метров мы утвердили перечень социальных объектов. Это наши сады, школы, спортзалы, больницы, радиус которых не должен превышать 300 метров. Но многие магазины так или иначе попадают в данную зону, поэтому на очередных слушаниях этот проект был отменен. Тем не менее, позиция района однозначна. Сокращение алкогольных торговых точек должно происходить. Это диктует прежде всего следующий фактор. Есть и такой индикатор, как смертность, да? То есть мы тоже со своей стороны не должны бездействовать и должны как-то реагировать на всю эту ситуацию. Но принимаемые районной властью меры затронули интересы бизнеса. Предприниматели не согласны с некоторыми решениями и считают, что рост алкоголизма населения не зависит напрямую от торговли. Я считаю, что никакое удаление и увеличение расстояния не решит вопросы алкоголизма, в котором нас несправедливо упрекают жители города. Это не решение вопроса. Решение вопроса – это решение социальных проблем. Это рабочие места, это культура, это спорт. Алкомагазины этого предприятия не попадают под санкции, но позиция принципиальная. Бизнес не виноват, что люди пьют, и готов объединиться с властью в решении совсем другой проблемы. Данная мера, конечно, нами категорически рассматривается категорически мы против, но в то же время мы понимаем, что суть проблемы не в том, что слишком много магазинов в каком-то районе города, а проблема в том, что у нас процветает и достаточно неплохо себя чувствует рынок контрафактного алкоголя. Вот в этом направлении мы готовы двигаться. Власть также намерена бороться с нелегальной торговлей. Сейчас мы будем искать пути, механизмы какие-то, либо будем взаимодействовать с полицией, с нашей, чтобы выходить на какие-то рейды. У власти и бизнеса есть общие интересы, но в ходе слушаний выяснилась и масса разногласий, поэтому общим собранием принято решение глубже исследовать этот вопрос. Сейчас тот проект, который мы вынесли, определение границ на 300 метров, сейчас мы его отклонили. Дали время и нам, и предпринимателям для анализа текущей ситуации до 1 января 2019 года, чтобы потом уже, исходя из этой ситуации, из анализа, сделать какие-то выводы определенные. Так что, возможно, с Нового года ситуация урегулируется. Власть и бизнес найдут решение, учитывающее интересы всех сторон. Сергей Евсюков, Виталий Андреев, Ленск.